Около 1000 голов мелкого рогатого скота с утра и до вечера пасутся на склоне Вознесеновского хребта. Стадо закупили по распоряжению главы республики для развития животноводства в регионе. Начали в 2020 году с чабанской породой, через год пополнили поголовье черкесским видом. Они лучше акклиматизируются. Они говорят, очень выносливые, не знаем, посмотрим. Очень выносливые, даже если верить тем, которые их выращивают, нахби, которые, они говорят, даже зимой их мы кошары не загоняем, до того выносливые. Закупка овец происходила поэтапно, по 200-300 голов за каждый сезон. Акцент ставили на молодняке, им легче адаптироваться. А после акклиматизации все внимание концентрировали на приплоде. Сейчас в гуппе Беркут наблюдается прирост в 30 голов, и это только начало. Чтобы те, которые мы купили ягнята годовалых, им надо 2 года, 2,5, чтобы окатиться. В пределах до 3 лет уже стабилизуется. Уже мы будем свое производство иметь, то, что вырастили, постарело, убирать, молодняк оставлять. Это года примерно 3 надо. Разведение мелкого рогатого скота для предприятия направление не новое. 4 года назад они уже разводили овец, но потом прекратили. Для размещения животных в гуппе Беркут еще в 2008 году была полностью отремонтирована кошара на 1000 голов. Само помещение имеет несколько отсеков. Это для окота. Вот когда должна овца окатиться, ставят туда, загоняют, и пока он не окатится. Окатился, потом вывозим. Других ставим, которые на очереди. Дальше, следующий, мы тоже там были. Там общий, когда слишком холодно, зимой или дожди, туда загоняем овец. Потом дальше, там небольшой промежуток, метров 9 или 10, не знаю, где до 12 метров, навесью. Помимо обеспечения животных крышей и пастбищем, здесь заранее заготавливают различные корма для них. В распоряжении предприятия более 1000 гектаров плодородной земли. В этом году 250 из них отвели под ячмень и овес. Одним словом, для производства баранины есть все необходимое. А спрос на мясную продукцию крупного и мелкого рогатого скота высокий. Закупленные 10 тысяч голов мелкого и 1000 крупного рогатого скота по поручению главы республики должны повысить предложение на внутреннем рынке. Несколько тысяч животных реализовали в прошлом году на праздник Гурб. Во время пандемии несколько тысяч тонн говядины были розданы малоимущим семьям и пожилым людям. По подсчетам Минсельхоза, Республика Ингушетия покрывает 70% потребностей населения мясной продукцией. Во всех категориях хозяйств у нас насчитывается более 300 тысяч овец. Это в сельхозпредприятиях, крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подворьях. И свыше 70 тысяч голов крыс. Из них 35 тысяч только коров. Сегодня при потребности в 35 тысяч тонн мяса на население, но производим порядка 10 тысяч. Плюс сегодня вступил в строй и уже начинает пускать продукцию птицекомплекс по разведению индейки. Тот самый птицекомплекс Южный уже сейчас производит до 10 тысяч тонн мяса индейки, что в 2 раза увеличивает общий объем мясной продукции Ингушетии. Вклад в продовольственную безопасность вносят и крестьянско-фермерские хозяйства. Помимо мяса, фермы обеспечивают рынок молочной продукцией. У нас сегодня по итогам 2021 года производство молока составило 129 тысяч тонн во всех категориях хозяйств. Заполненная потребность примерно 150 тысяч. 2-3 года мы это перекроем. Перекроем молоке. Потребность в молоке, да. У нас, это на 100%. Это на 100%. У нас в основном производство потребления в личном подобном хозяйстве и фермерских хозяйствах. Там не ушло на потребление, еще есть. По факту можно сказать, что сегодня есть молоко. И молочная продукция есть. Сегодня разрабатываются несколько программ как на региональном, так и на федеральном уровнях для развития животноводства в республике на ближайшие годы. Планируется довести поголовье мелкого рогатого скота в сельхозпредприятиях до 30 тысяч, а КРС до 5 тысяч голов. Для этого ГУПам придется обеспечить себя дополнительными кошарами и коровниками. Помимо мяса в животноводстве получают и шерсть, которую затем используют в различных производствах. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Магомед Дидигов. Новости 24.